Ребята, всем привет! Итак, почему мне нужна новая зарядка? Для чего? Во-первых, чтобы две зарядки, это все равно лучше, чем одна. И вот приехала такая вот замечательная коробочка. Я ее вскрыл, но еще не смотрел, что внутри. Давайте посмотрим вместе, так сказать. Приехала она сегодня. Грубо говоря, я ее заказал 20 февраля. Сегодня у нас, по-моему, 21, по-моему. Ой, какой 21? 13 сегодня. 13 марта. То есть за 21 день где-то приехал. Для чего мне нужен был кабель? Во-первых, он по ощущениям намного легче, чем мой. Да, получается. У него сразу идет стандартная евровилка. То есть то, что мне надо. А самое главное, у него должно быть это так, пистолет должен подойти. Самое главное, что мне тут нужно было, это чтобы он работал 16 ампер, то есть 10 ампер, 16 ампер, потому что я сейчас в данный момент езжу постоянно в деревню, по деревням, да, грубо говоря. И где-то мне надо все равно дозарядиться, там проезжаю где-то 100 километров, все равно нужен дозаряд зимой, да. И иногда бывает просто алюминиевые провода в доме, например, да, где я заряжаюсь, и они не выдерживают. То есть надо будет следить, надо будет отключать. Просто один раз я 15 минут включил, проходил мимо и смотрю, розетка задымилась. То есть она просто тупо не выдержала 3,5 киловатта. Как мы знаем, максимально тут у нас потребляется 3,5. Бывает и 2,5, заряжается по-разному. Но вот эта вот штука должна нас спасти. В том плане, что можно сразу, если плохая розетка, плохие провода, можно будет сразу взять и, грубо говоря, сделать 10 ампер, чтобы она максимум 2,2 киловатта впитывала. Давайте проверим. Так, ребята, вот видно, как заряжается. 2,6. Это на 16 амперах он сейчас стоит. В принципе, нормально. 2,6. Если я сейчас его уроню до 10 ампер, то должно получается 2, не больше 2. Давайте проверим, пойдемте посмотрим. Так, ребята, вот получается показывает сразу, ну, что мне понравилось, да? Сразу показывает, сколько ампер сейчас берет, температуру этого самого корпуса. То есть, если будет перегрев больше 60, по-моему, то будет отключение. И сколько он заряжается в минутах. Так, ну, давайте попробуем кнопочку нажать. Или это не кнопочка? Абач. Короче, по идее это должна быть кнопочка. Подожди-ка. Так, ребята, короче, разобрался. Сначала пробовал вот это вот, видите, 15 ампер, это максимальная, да? Получается его заряд. То есть он больше 16 не дает. Нажимал эту кнопку, блин, что-то сломанную фигню, что ли, купил, думаю. Все оказалось просто, там в инструкции написано. Нажимаем эту кнопочку, то есть пистолет вытаскиваем, загорается. Ставим, например, на 10 ампер. Можно 13, можно 16, можно 20. Выбираем 10. Да, вот, например... Все, заряд пошел. Заряд пошел. О, больше 10 ампер не будет давать. 10 ампер это примерно 2,2 киловатта. Ну, как чайник, короче. То есть проводка не должна греться вообще.
То есть очень удобно, когда вот алюминиевые провода там всякие разные. Сейчас посмотрим, сколько заряжает. Так, ребята, а по факту-то заряжается полторашка вообще. Полторашка заряжается. Да? А нет, вот растет потихонечку. Ну, мы поставим, конечно же, чтобы 2,5 заряжалось. 16 ампер. Ну, в принципе, работает. То есть 1,5 киловатта. То есть, наверное, на инвертор там тратится. Тем более сейчас холодно. Минус 20 сейчас. Вот. Ну и посмотрим. В принципе, очень удобная штука. В плане, как походная штука, очень удобная. И весит всего 2 килограмма. Но, по-моему, она 5-метровая или 7. По-моему, 5-метровая штучка. Пистолет такой, конечно. Так, провода у нас что показывает тут? 2,5 миллиметра сечения квадрата, да? Так, это я не знаю, что такое. Короче, 2,5 квадрата. То есть выдерживает нормально. Ну и, собственно, очень красивая штучка, я считаю. Вот в деревню приехал. Провода нагрелись, а зарядить машину надо. Пошел, как говорится. Вот, пришел, нажал. Очень нравится. Выбрал 16 ампер. И все, он потом запоминает это значение. И все, спокойненько идешь и подзаряжаешься. В походном варианте очень хорошо. И всего 10 тысяч. Оригинальная зарядка сколько стоит? Я не знаю. Ну, 1015, наверное, да? Так что как-то так.